Здравствуйте всем! С праздником вам и нам всем вместе. Этот фестиваль есть, многие фестивали есть. Фестивали есть для танцев, для музыки и так далее. Но мы с вами находимся в фестивале здоровья. Помоги себе сам. Я считаю, такие фестивали должны быть больше. В нашей земле, в социуме вы увидите, очень много рекламы идет, сигареты, водка, еще что-то. Правильно? Лекарства. Противоположная реклама, здоровый образ жизни очень мало. Должно быть какой-то баланс. Поэтому такая реклама, что здоровый образ жизни, может вегетарианство, может правильное питание органическое, без ГМО. Но в европейских странах эта революция гораздо больше. И у нас очень мало эта революция, поэтому надо. Такие фестивали, я считаю, должны быть много. Я рад вас видеть, что вы у нас в Киеве одномышленники, которые мыслят, которые верят, что можно жить без лекарства, без химии, можно жить проще и здоровый образ жизни. И есть наши одномышленники, это вы, которые с нами сегодня в этом фестивале. Поэтому в этом фестивале сегодня всех мастер-классах мы будем учиться, как можно помогать себе сам, не только здоровье, при жизненных ситуациях, при энергетических состояниях, когда кризис в душе, когда кризис в теле. В всех этих ситуациях мы можем найти опору в себя. Никогда в жизни не решается, когда мы ищем опору у кого-то. Мы часто ищем, кто-то придет, мне поможет, кто-то меня полечит, кто-то решит все мои вопросы. Пока мы это думаем, формируется куча эмоций, обиды и так далее. И из этих ожиданий нарушаются иногда отношения, напряги. Никакие проблемы в нашей жизни не могут быть, когда мы ничего от никого не ожидаем. Мы ожидаем от Господа Бога и собственном труде. И тогда люди не попадают в финансовых пирамидах, никто не пропадает, как пропало сейчас недавно в Киеве. И мы, когда хотим легким путем что-то достигать, тогда мы попадаем в счетный ложим в том банке и поступаем для себя подло, для себя. И когда мы ищем и верим, что вся сила спасения и помощь находится внутри меня, пока я не начну это делать, никто не поделает. И только тогда в жизни достигают люди успех. Поэтому такое вдохновление, такая вера в себя пробудит, чтобы да, вся аптека находится внутри меня. Вы если органическую биологию читали, химию читали биологическую, сколько химических реакций, Крабс-цикл, Крипса или так далее, сколько химических реакций происходит внутри нашего организма, аптека если лекарства не может делать. Сколько аминокислоты формируются внутри нас, с тех пор медицина искусственно не делала. И много-много прочее, я как врач вам могу сказать. В нашем организме есть вся аптека. Просто мы можем его пробудить через собственные силы. А мы можем зависеть от какой-то внешней таблетки. Поймите, исцеляются люди от рака, от разных жизненных опасных болезней, которые верили в себя, я себе помогу. И они вылечиваются, лекарства не лечат, лекарства помогают. Лечит организм сам себя. Так говорил доктор Микаусу, кто основатель системы Рейки. Наш организм способен себя лечить, насколько мы готовы, настолько это в нас просыпается. Поэтому сила решать все вопросы семьи, финансовые, личной жизни, здоровья и духовность есть внутри нас. Проблема в том, мы об этом не знаем, об этом мало кто говорит. Даже религиозные конфузии это скрывает, не говорят все. И нужна такая революция, чтобы все люди искали опору в себя, как помогать себе сам, как найти эту помощь в себя. Для этой цели есть этот фестиваль, он не первый. Первый раз в Киеве, в этом году он 5-й раз. Мы в разных городах его проводим. И с вашей поддержкой, я думаю, мы его продолжим, чтобы такие фестивали тоже нужны. Многие фестивали, тусовки, танцы, там, разные практики, наслаждение, радость, там, хорошо.
Пусть будет такой фестиваль, где мы находим опору и помощь в себя. Помоги себя сам. И это не я слушал в Москве, один был магазин, уже нету его. И мне так понравилось это название. Я говорю, над этим названием нужна целая революция. И я тогда первую книгу выпустил. У меня был вопрос «Предназначение человека и самореализация». Под серией «Помоги себе сам». Сейчас около 10 книг есть под этой серией. И эта книга была выпущена на первом фестивале Луганске «Помоги себе сам». И эти фестивали в каждом году становятся больше. 17 октября у нас фестиваль «Помоги себе сам» первый раз будет в Вильнюсе, при Балтике. И там тоже эта революция начнется. Я думаю, эта революция потихоньку захватит все. Потому что такого революция сознания человека. Все давит, пей эту лекарство, пей эти витамины, пей этот... Все, что-то хотят, сколько бизнес на этом развито. Это все хорошо. Но если человек потерял веру, что он может сам себе помочь, только что будет эти таблетки делать? Первая сила самоисцеления и помощь себе находится в нас. Когда мы в этом верим, наш организм включен. В нашем позитиве включается все остальное. Поэтому давайте сегодня все вместе все принимаем, сколько наше сознание готово, расширяем свою сковородку. Помните такая притча? Человек улавливает рыбу и мерит. И он, когда большая рыба, бросает в речку. Потом он ему спрашивает, что чем ты? Он говорит, другие рыбалки тоже интересно. Только одной размер берет, да? Других бросает. Они говорят, что ты это делаешь? Он говорит, у меня сковородка дома такая, которая рыба больше, чем мой сковородка, я назад бросаю в воду. Поэтому давайте не будем рыбу бросать, а сковородку расширять. Поэтому иногда мы берем информацию только, сколько наша голова готова. А иногда можно свое мировоззрение не останавливать на сковородке, чуть-чуть расширять. Поэтому, когда мы заполнены сосуд, как полная чашка с водой, молоко туда не нальешь. Надо быть пустым сосудом. Забудь все, что вы знаете. Может, у вас 3 высшие образования. Но первый раз вы слушаете сегодня по чакрах. Ну, разрешите себя слушать. Энергетики, чакрах, как происходит, что в семье, как разложено. Попробуйте сеансы, наши ребята будут делать хотя бы 1 раз на теле. Расширяйте свою сковородку, оно ничем вам не помешает. Но наоборот, вы уйдете позитивом, новым знанием, новым пониманием. Хотя в каждом доме, каждая молодая девушка, даже которая в школе учится, она говорит, там плохая энергетика. А там хорошая энергетика. Этого человека хорошая энергетика, который никогда не слушал эзотерику, рассуждает сегодняшний день по энергетике. Это модный разговор сегодняшний день. Но у вас есть сегодня возможность попробовать, что такое энергетика. Там 6 массажные столы стоят, когда между перерывами есть желание, возможность. Хотя бы попробуйте практически, что такое энергетика на себя. Хорошо? Фестиваль. Помоги себе сам. В городе Киеве. Сегодня 26 сентября открыт. Благодарю. Отчего болеешь, почему печаль? Хочешь знать причины, все причины в нас. Здесь тебе расскажем все, что мы узнали. Жизнь всегда прекрасна и чудесна, просто класс. Фестиваль наш, без сомнений, всем подарит свой совет. Радость знаний и умений пусть сияет в каждом свет. Чистые сознания, чувства и внимание, мудрость наших предков можем пробудить. Счастье и доверие, любовь и понимание будем всем всегда открыто от души дарить. Фестиваль наш, без сомнений, всем подарит
Благодарю.